Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Страшный сон каждого, кто хоть раз вступал в долевое строительство, это стать обманутым дольщиком. Все мы, к большому сожалению, знаем истории о том, как якутяне брали кредиты, вкладывали последние деньги в строящееся жилье и в итоге оставались ни с чем. Все эти истории разные, но объединяет их одно – боль семей, которые остались без дома, без своей долгожданной квартиры. Но, к счастью и к большой радости всех нас, вопрос обманутых дольщиков сегодня находится на особом контроле правительства республики. И покупать квартиру сегодня на стадии застройки безопасно. Но вот что же будет с теми, кто успел попасть в лапы мошенников и до сих пор платит кредит за дом, в котором не живет? Ответ на этот вопрос зрители программы «Якутия Лайв» получат прямо сейчас в прямом эфире. И ответит на него сегодняшний гость мой, министр строительства республики Саха-Якутия Павел Калачанов. Добрый вечер, Павел Павлович. Добрый вечер, Ирина. Ну, давайте начнем с вопроса, который поможет разобраться вообще в системе признания дольщиков обманутыми. Какая процедура должна пройти, чтобы дольщики официально были признаны обманутыми? И как сегодня закон защищает от недобросовестных застройщиков? Ну, основные изменения, которые у нас касаются защиты прав дольщиков, были произведены в 2019 году. У нас в 2019 году появилась система, единая информационная система по жилищному строительству. Да, и в этой системе у нас все многоквартирные дома, которые строятся с привлечением средств дольщиков, они указываются. Да, и появилось такое понятие, как единый реестр проблемных объектов. Да. В данный реестр попадают объекты, если у нас обязательства перед дольщиками не исполнены более чем на полгода, да, застройщик, либо произошло банкротство самого застройщика. В этой части единый оператор этой системы Дом РФ, они автоматически уже включают данный объект в единый реестр проблемных объектов, и в этой части уже начинаются все процедуры, которые предусмотрены законодательством, именно в защиту граждан, которые пострадали от действий этого застройщика. То есть граждане для этого ничего делать не должны, если дом уже в реестре, то они сами никуда не идут, заявление никакое не пишут, да? Здесь есть несколько выходов из ситуации. Либо застройщик самостоятельно достраивает этот дом, да, то если по ряду причин произошла задержка срока ввода объекта, да, вот мы в текущем году во втором квартале ввели дом «Алмазной короны при Полярье» по улице Лермонтова города Якутска, да, в связи с тем, что в конце прошлого года, буквально вот в такой же период, да, они не успели выполнить определенные сезонные виды работ. То есть не сезонные виды работы, а работы, которые необходимо производить в теплое время года, да, именно штукатурка и окраска фасада. Да. Из-за этого срок был перенесен, работы были перенесены на более теплый период года, и, соответственно, объект был в мае-июне введен, и объект исключен из единого реестра проблемных объектов, и граждане, они получили свои долгожданные квартиры. Это вот тот случай, когда застройщик самостоятельно достраивает объект. То есть просто с опозданием? Да. Другой случай, если у нас застройщик является банкротом, да, и в этой части уже включается публично-правовая компания «Фонд поддержки прав дольщиков», включается наш региональный фонд защиты прав дольщиков, да, и мы по тем механизмам, которые предусмотрены, ведем работу по восстановлению прав этих граждан. И тогда этот дом достраивает другой застройщик, или что там, что происходит, или какие варианты у людей? У нас в настоящее время, да, помимо того, что если застройщик самостоятельно, да, то, что я сказал, из механизмов, да, может быть механизм быть такой, что дольщики сами создают товарищество, да, и скидываясь средствами, получая поддержку от региона, да, достраивают этот дом, как у нас было по первой очереди компании «Монолитстрой». Да. Либо они получают компенсацию, да, от публично-правовой компании «Фонд защиты прав дольщиков», да, либо от наблюдательный совет, да, это публично-правовой компании, принимает решение о достройке данного дома. И, соответственно, тогда принимаются меры по достройке этого дома и по вводу объекта в эксплуатацию, да, граждане получают квартиры. И есть еще один механизм, да, это замена застройщика. Да, вот у нас яркий пример, это вот дом в районе Нового Студенческого, да, по улице Каландрашвили, Северная строительная компания, она обанкротилась, да, и компания «Якутпромстрой» получила права на этот недостроенный дом с земельным участком и с теми договорами долевого участия, которые были заключены.
да, и, соответственно, замена застройщика произошла, да, и компания самостоятельно, получив компенсационный земельный участок, да, своими силами, за счет собственных средств, привлеченных средств, достроила данный дом и без привлечения средств бюджетов, да, бюджетной системы, но предоставив земельный участок, компания смогла решить этот вопрос. Ну, то есть люди вообще никак не пострадали, получается. Ну, дом достроила, просто другой застройщик. Здесь тоже как посмотреть, да, потому что судьбы людей разные, да, люди, заходя в ипотеку, да, берут кредиты, да, заключают договора, да, ждут по оговоренным срокам получения ключей, да, но недобросовестные действия застройщиков, да, они приводят к тому, что сроки эти оттягиваются. В этой части бремя нагрузки по оплате ипотечного кредита лежит на гражданине, да, и при этом, собственно, жилья он так и не имеет. Поэтому Ну и продолжает снимать там или как-то. снимать и так далее. Поэтому здесь сказать о том, что гражданин ничего не потерял, да, это не совсем правильно, да, но вопрос в том, что сегодня государство уже повернулось Лицом к этой проблеме? к этой проблеме, да, и люди, они восстанавливают свои права либо путем получения квартир, либо получения компенсации, которые предусматриваются законодательством. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp, только не звоните, отправить текстовое сообщение, номер 8 914 235 0502. Павел Павлович, а сколько сегодня в Якутии числится обманутых дольщиков? То есть, я так понимаю, они в основном в Якутске или нет? У нас в настоящее время в едином реестре проблемных объектов находится 7 объектов, да, 6 объектов у нас находится в городе Якутске, и 1 объект у нас находится в селе Чурапча Чурапчинского района. Всего по этим 7 объектам заключено 474 договора долевого участия, да, с 605 гражданами республики. Да, и получается 605 человек, они в настоящее время ожидают восстановления своих прав. Но ведь их было намного больше, да? Если говорить на начало года, у нас на начало года было 11 проблемных объектов. Да. К сожалению, в начале года нам дополнительно были включены в реестр еще 3 объекта. Да, и в текущем году, да, поменялось законодательство, поменялся подход по признанию домов проблемными. И помимо домов, где предметами являются жилые помещения, также появились, и стали включаться объекты, где есть нежилые помещения. И у нас в этом году появилось 2 объекта. Это вот компания «Рост» с 1000 мелочей, да, и компания «Черон» со своим объектом, так называемый «Дом охотника». Соответственно, 14 объектов мы на начало года, в течение года имели, да, но в настоящее время провели работу по исключению 7 объектов. У нас завершился дом, как я сказал, «Алмазная корона» при Полярье, да, по улице Лермонтова, города Якутска. У нас завершился, буквально недавно был получен акт ввода в эксплуатацию дом в 69-м квартале, да, студенческий, по улице Каландаршвили, Промстрой. И по 5 домам, это 2 дома застройщика ЧРФИК и 3 дома компании «Симир», граждане получили компенсационные выплаты, и, соответственно, данные объекты были исключены из реестра. Всего у нас по 7 домам в текущем году 413 граждан получили, либо восстановили свои права. А вот про компенсации мне интересно, как рассчитывается ее размер? То есть они получают ровно те деньги, которые вложили, или там учитываются проценты по ипотеке, там инфляция и так далее? Здесь методология, она предусмотрена федеральным законодательством, да. В этой части у нас публично-правовая компания «Фонд защиты прав дольщиков» самостоятельно с гражданином эту работу проводит. Оценка производится, исходя из рыночной стоимости тех жилых помещений, по которым заключены договора долевого участия, да, и сумма, она не может быть меньше, чем была оплачена, да, по договору долевого участия, но не более чем за 120 квадратных метров по всему дому, который есть. Такие ограничения имеют место быть, да, это предусмотрено законодательством. Мы, работая с нашим региональным фондом, работая с гражданами, да, на этапе, да, захода или принятия решения по компенсации по тем или иным объектам, да, часто слышат от граждан, что стоимость квадратного метра выросла.
Ну, нет, она не удовлетворяет граждан, да. Но здесь вопрос в том, то, что мы эти вопросы как бы озвучивали на федеральный уровень, да, перед федеральным фондом. Ну, здесь вопрос в том, то, что именно компетенция полностью, она лежит на федеральном Федеральных фонде. органах Да. власти. В этой части мы можем только ходатайствовать, но юридические ходатайства эти, они ну, не имеют правового основания. И здесь, как один из вариантов, то, что говорили коллеги из федерального фонда, то, что гражданин может судиться по оценке, которая была взята за основу при выплате, ну, при определении А были суммы такие компенсации. прецеденты? Ну, в настоящее время прецедентов таких мы не знаем. Но теоретически такая возможность у них есть, Теоретически, получается. да. Такое право есть. А вообще кто решает, вот будет компенсация или дом будет достраиваться? Это вот, ну, сами дольщики принимают такое решение, да? Ну, в настоящее время вот, есть федеральный закон, есть постановление правительства да, о принятии решений. В целом, да, все документы готовит публично-правовая компания. Да, они готовят документы на своем правлении, да, после этого выходят на наблюдательный совет да, вот этого фонда защиты прав дольщиков, и на наблюдательном совете принимается соответствующее решение. А в настоящее время да, вот у нас из 7 объектов, которые включены в реестр проблемных, 5 объектов у нас это жилые дома. Да, по ним принято решение по достройке. Да, вот по 4 из них. Да, это у нас 2 дома по ЧРФК, да, это вторая очередь объекта «Монолит», по улице Автодорожная, и дом в селе Чурапча. У нас в настоящее время нет решения по Кальвица 18, да, застройщик строймонтаж 2002, стройготовность там порядка 60 небольшим процентов, да, но буквально недавно, в конце ноября месяца, вышли федеральные новые правила, да, которые регулируют вопрос принятия решения по достройке либо выплате компенсации. И отсекающая степень строительной готовности там указано 80%. Да, если у нас то есть если 80% построено, то дом можно достраивать. Да. Если меньше 80, то выплата компенсации. Да, то здесь мы тоже видим, то, что у нас по объекту на Кальвица 18 достаточно хорошая строительная готовность. Да, практически коробка завершена, местами там утепление, окна есть, по инженерным работам, да, по отоплению, по электрике, там определенные виды работ произведены. Со стороны окружной администрации по земельным отношениям, по граддокументации тоже документы все как бы подготовлены, они дают основания, то, что объект можно достраивать. Да, и мы все-таки смотрим то, что объект можно было бы достроить, да, и на сегодняшний день готовим ходатайство от республики, да, в адрес фонда о том, чтобы соответствующее решение было принято. Потому что на сегодняшний день уже много дольщиков, да, они уже достаточное количество времени ждут своих квартир. Да, и сегодня вот такой поворот, который принят да, на уровне Российской Федерации, он не удовлетворяет их. Да, и мы вот готовимся для того, чтобы этот объект все-таки поставить вопрос, чтобы все-таки его достроить. Ну, я могу предположить, что вообще люди, конечно, предпочитают, чтобы дом был достроен и получить свое жилье, за которое они, собственно, и вкладывались. Вот Республиканский фонд защиты прав дольщиков, вы сейчас упоминали фонд защиты прав дольщиков, в Якутии есть Республиканский фонд. Вот как он работает? Вообще, правильно ли я понимаю, что он был создан изначально вообще самими дольщиками, когда еще ими правами не занимались? Или это вот какая-то там надструктура? Что это вот? Ну вот федеральный закон, которым был создан федеральный фонд, да, предусмотрено то, что федеральное законодательство, что есть и должны быть региональные фонды, да, и одним из условий получения финансовой поддержки от федерации было, чтобы чтобы был свой фонд региональный. Был создан региональный фонд. Да, в октябре 2019 года мы в числе первых среди всех субъектов Российской Федерации создали такой фонд. Мы подписали соглашение, да, и уже в 2019 году уже в рамках этого соглашения получили финансовую поддержку от фонда на решение тех проблемных объектов, которые в тот момент были введены в реестре проблемных объектов. Да, и в этой части наш региональный фонд во главе с нашей Натальей Гавриловной Чусовской, да, которая имеет достаточный опыт в части строительства, надзора за строительством, да, как бывший работник и руководитель управления Госстройжилнадзора, да, она в этой части очень много вопросов решает и помогает
Да, и нам в целом, да, во взаимодействии с надзорными органами, во взаимодействии с муниципальными органами власти и также во взаимодействии с самими застройщиками и гражданами. Поэтому фонд — это обязательная структура, которая должна быть. Да, мы понимаем то, что судьба фонда, она, наверное, имеет какой-то срочный характер, да, с исключением последнего объекта из реестра проблемных объектов. То есть цель фонда, чтобы он исчез, в конце концов. Да, если, конечно, законодатель на федеральном уровне не примет там других решений, да, в части того, чтобы этот фонд существовал, но немножко с другими задачами. Но сегодня мы понимаем то, что фонд создан для того, чтобы именно защищать права граждан, которые попали в эту ситуацию и по объектам, которые введены в реестре. Ну, значит, я перепутала, потому что у них было какое-то объединение вот именно самих этих дольщиков. Это по самим дольщикам у нас на тот период, да, и 19-20 год, да, была мера господдержки, это поддержка кооперативов, да, которые создавались из числа самих дольщиков, да, и дольщики, они в той пропорции средств, которые была установлена законодательством, да, они скидывались, да, и республика им в этой части помогала. Да, вот у нас последний пример — это автодорожная 19, да, соответствующий такой же кооператив был, и они с госбюджета получали поддержку на достройку этого дома. Но там был механизм без привлечения именно фонда. А вот бывает так, что объект достроен, но с нарушениями. Ну, там, построили дополнительный этаж, объект не вводят, и в таком случае вот люди, то есть, ну, дом построен, в таком случае люди могут себя считать обманутыми дольщиками или нет? Здесь, смотрите, да, критерии по признанию обманутыми дольщиками, они четко в законе прописаны, да, то, что, допустим, была ситуация по улице Короленко, да, все мы знаем, то, что здесь просто застройщик, да, пошел на нарушение градостроительного законодательства, да, и орган местного самоуправления не вправе был выдать акт ввода, да, но после акта ввода мы понимаем то, что возникает основание для регистрации прав собственности у граждан, да, но без этого документа эти права не возникнут, да, и муниципальное образование тогда стало заложником, да, ситуации именно с судьбой самих граждан, да, и с нарушителем. Да. Вот в этой части здесь сказать о том, что граждане стали обманутыми дольщиками, нет. Если говорить про качество, да, то у нас на сегодняшний день все объекты имеют гарантийный срок, да, и в рамках договорных отношений, по договорам долевого участия, эти обязательства застройщика перед дольщиком предусмотрены. Да, и здесь уже гражданин должен в гражданском правовом характере, да, требовать исправления тех недостатков, которые есть. В случае, если застройщик уклоняется по каким-либо причинам, то есть надзорные органы, как управление Госстрожилнадзора, да, либо органы прокуратуры, которые должны реагировать на вот эти моменты, которые имеют место быть. И вот вы начали разговор с того, что есть сейчас реестр единый всех застройщиков. То есть, в принципе, сейчас ну, как бы есть гарантия, что обманутым дольщиком ты не станешь, да? Или как вот это вот? Ну, законодательство у нас поменялось, как я говорил, в 2019 году было много изменений, да, появились так называемые счета эскроу, появилось так называемое проектное финансирование. Но сам счет эскроу — это, ну, или даже взаимоотношения дольщика с застройщиком на сегодняшний день, ну, то есть раньше они имели двухсторонний характер, да, не только гражданин был застройщиком, на сегодняшний день в это взаимоотношение включился банк. Да, и в настоящее время, чтобы приобрести жилое помещение, гражданин заключает договор с застройщиком, но деньги деньги перечисляет на счет эскроу, который, грубо говоря, защищен, да, и эти деньги, они лежат на этом счету эскроу до получения акта ввода объекта в эксплуатацию. А застройщик, он не имеет права этими средствами пользоваться, да, но для того, чтобы у него была финансовая возможность эти объекты строить и исполнять обязательства, поэтому он в том же банке берет кредит. Да. То есть это такая своеобразная гарантия, получается, ну,
Что нельзя просто так собрать у людей деньги, пообещать построить дом и потом ничего не сделать. У застройщика есть обязательства перед банком, есть обязательства перед гражданином. И дольщик в случае изъявления желания по каким-либо причинам расторжения этого договора там, в определенный срок получает эти деньги со счета эскроу обратно себе. В этой части средства гражданина защищены. Но в этой части, как мы сами видим, есть момент, который дает нам удорожание стоимости квадратного метра. Потому что деньги, которые дает банк на строительство дома, они не бесплатные, да, и, соответственно, у застройщика нет других источников, нежели как те квадратные метры, которые продает. И он эти проценты по обслуживанию берет на себя, получается. и комиссии он вкладывает в стоимость квадратного метра, которая продается тем же самым гражданам, дольщикам. Понятно. Вот в этом году Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке 4 проблемных объектов. А вот сколько средств из федерального бюджета выделено? И когда дольщики эти квартиры свои получат? У нас по суммам, вот буквально сейчас, вот она, да, на вот эти 4 объекта, да, предусмотрено 531 миллион рублей из федерального бюджета, да, это 92%, в пропорции 8% это участие Республики Саха-Якутия. По срокам у нас, по тем поручениям, по тем наставлениям, которые нам дает федеральный центр, да, все объекты должны быть завершены не позднее 4-го квартала 2023 года. Да, и мы видим то, что сегодня по объектам у нас ведутся определенные работы. Да, но сразу сказать о том, что мы при принятии решения фондом о достройке сразу же берем и строим, да, это, не совсем правильно. У нас достаточно времени занимают судебные моменты, да, это закрытие реестра кредиторов, то, что конкурсные управляющие, потому что там все банкроты. Потом в судебном порядке объект должен передаться региональному фонду. После этого региональный фонд нанимает на эти деньги, которые предусмотрены, технического заказчика. С техническим заказчиком они проводят обследование этого дома. Потом по итогам обследования разрабатывается проектно-сметная документация. Разработанная проектно-сметная документация должна пройти государственную экспертизу. И после этого только определяется подрядная организация, которая будет достраивать эти объекты. И сегодня мы вот по домам Черов ИК, да, по дому Монолит строен, как раз находимся на этапе проектирования и считаем, что в начале следующего года мы уже будем иметь проектно-сметную документацию, чтобы начать процедуры по отбору подрядной организации и уже в строительный сезон следующего года начать работы по достройке этих домов. Но процесс не быстрый. Вот на WhatsApp пришел вопрос. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас в долевое строительство вступить без ипотеки? То есть составить договор напрямую с застройщиком и оплатить в рассрочку? Здесь тоже есть определенные требования, да, в части дольщиков. На сегодня по 214 федеральному закону, да, застройщик не имеет права привлекать средства граждан на строительство домов. Поэтому либо гражданин открывает счет эскроу, да, и, соответственно, деньги перечисляет туда, а застройщик либо за счет собственных средств, либо на привлеченные средства строит дом. Поэтому... То есть на этот эскроу счет человек может как ипотечные средства, так и свои средства положить. Да. Но рассрочку... Рассрочки нет. Рассрочка это в банк все-таки. Это уже нарушение действующего законодательства, оно имеет административную ответственность, да, в каких-то случаях и уголовную ответственность в отношении лиц, которые привлекают средства граждан на строительство домов не по 214 федеральному закону. И мы, как надзорный орган, на сегодняшний день, со 2-го квартала текущего года Министерство строительства исполняет полномочия по надзору за долевым строительством, да, в этой части. Мы сегодня из 33 строящихся объектов видим то, что 26 проектов строятся с новыми, по новым правилам, 7 проектов, 7 домов у нас строятся по старым правилам, потому что законодатель в свое время предусмотрел в 2019 году переходные положения, да, и вот эти 7 домов, они как раз попали в эти положения, и они строятся без той защиты, которая предусмотрена действующим законодательством, поэтому они у нас под особым контролем, но мы считаем, что в ближайшее время эти объекты закончатся, и люди получат свои долгожданные квартиры. Калица 18 тоже в этом списке, да? Нет, Калица 18 у нас в реестре проблемных объектов.
но по нему, как я сказал, еще Федеральным фондом и наблюдательным советом фонда не принято решение о механизме восстановления прав граждан. Либо это достройка будет, либо это будет компенсация. А где сохраняется вообще наибольший риск для жителей региона? Вот то, что мы с вами сейчас проговорили, это все касается многоквартирных домов. А вот сейчас уже мелькают новости о том, что якутян обманывают тех, которые собирались строить частные дома. Вот Здесь, с ними как быть? Они обманутые дольщики или они не дольщики? ну, здесь смотрите, да, вот если говорить про 214 федеральный закон про долевое строительство, законодатель уже как бы принял меры, чтобы их не было в будущем, да, и, соответственно, те, которые попали в эту ситуацию, получают определенную финансовую поддержку от государства. То, что касается ИЖС, на сегодняшний день мер по защите граждан от этих недобросовестных действий застройщиков, даже, наверное, сказать, не застройщиков, а подрядных организаций, потому что в большинстве своем граждане, которые пострадали при строительстве частного дома, они пострадали при заключении договоров подряда. Да, вот в этой части законодательно мер по защите граждан их нет. Но мы понимаем то, что это большая проблема, и на сегодняшний день, да, граждане, доверяясь недобросовестным подрядным организациям, строителям, попадают в эти мошеннические схемы, да, про которые мы все прекрасно из новостей знаем. Да, мы получаем информацию от надзорных органов, то, что сегодня такое имеет место быть. Но еще раз говорю, то, что сегодня мер государственной поддержки в защиту таких граждан пока, к сожалению, нет. Но мы в этой части работаем. У нас активно этот вопрос обсуждается с Государственным собранием ЛТУМН. Да, ведется работа с общественными организациями. Да, но пока выхода такого, чтобы сказать, мы вас поддержим, пока нет. Ну, то есть работа ведется в этом направлении, но решения пока нет. Пока нету. А интересно, это вообще больше наша региональная проблема или по всей стране тоже такое есть? Ну, я не думаю, что Республика Саха-Якутия как особый регион имеет такую проблематику. К сожалению, эта проблема носит общий такой характер. Ну и, наверное, решаться тоже должна как-то на федеральном уровне также. Да, мы надеемся. Скоро ключи от заветных квартир получат дольщики по улице Каландаршвили. Когда? Ну, это событие мы ждали долго. Больше ждали, как вы отметили сами, вот дольщики, 41 человек, который пострадал от действий, да, от того застройщика, который обанкротился. Торжественное событие у нас будет происходить в эту субботу, да, в 2 часа дня с участием заместителя председателя правительства, курирующего данный вопрос, Кирилла Евгеньевича Бычкова, да, и всех тех органов, которые принимали активное участие в достройке этого дома. Или в принятии решений по достройке этого дома. То есть уже в эту субботу? Уже в эту субботу. Отлично. А в прошлом году во время заседания правительства вы выступили с инициативой внести изменения в Земельный кодекс Республики Саха-Якутия, который касается строительства многоквартирных жилых домов. Вот что из этого получилось? Что воплотилось? Ну, в настоящее время... Что еще в работе? Земельным кодексом предусмотрены возможности предоставления земельных участков юридическим лицам без торгов при реализации масштабных инвестпроектов. Да, в соответствии с региональным законодательством предусмотрены несколько критериев, да, которые должны соответствовать этим масштабным инвестпроектам, в том числе критерий о том, что застройщик обязуется предоставить финансовую помощь, либо квадратные метры в решении проблем вот этих обманутых дольщиков. На сегодняшний день у нас несколько масштабных инвестиционных проектов имеется, в ходе реализации которых должны аккумулироваться средства на поддержку именно в решении проблем обманутых дольщиков. Поэтому мы в части этой, норма она и тогда действовала, да, мы просто ее немножко, на наш взгляд, усовершенствовали, да, и сегодня она работает, и в этой части средства, они потихоньку, но поступает на решение проблем обманутых дольщиков. А вот раньше были распространены еще такие вот эти жилищно-строительные кооперативы,
И вот те якутяне, которые стали участниками самовольного строительства домов по улице Ленина от ЖСК «Строим вместе», они могут рассчитывать на меры господдержки? У нас, смотрите, да, вот проблемы, которые имеют место быть, да, граждане, когда пытались улучшить свои жилищные условия, да, но попали в руки недобросовестных застройщиков, строителей, руководителей и так далее. Это вот, их можно разделить на три категории. Первое — это обманутые дольщики, 214 федеральный закон, про них мы уже переговорили. Это ИЖС, да, и это самострои. То, что касается самостроев, да, достаточное количество самостроев у нас на территории города Якутска есть, достаточное количество граждан, да, сегодня пострадали от действий, да, от этих кооперативов, да. Но здесь на уровне окружной администрации создана рабочая группа, которая вырабатывает по каждому случаю мероприятия по решению проблем. Потому что однозначно сказать то, что вот решение, которое подойдет для всех, такого не бывает. Потому что ситуация по каждому объекту разная. Статус реализации, юридические, правовые основы у них разные. Поэтому здесь вместе с окружной администрацией работу ведем. То, что касается Ленина, 50 социальная инициатива. Конец проспекта Ленина. Да. В свое время, в 12-14 годах, граждане получили компенсационные выплаты по тому законодательству, которое действовало на тот момент. Порядка 42 миллионов рублей было выплачено. Да. Но юридические права за гражданами остались, несмотря на то, что были получены компенсации. И сегодня эти граждане все-таки считают, что их права не до конца восстановлены и ставят вопрос о том, чтобы этот вопрос каким-то образом был решен. Либо они получили возможность достроить этот дом, либо получили возможность получить компенсацию для улучшения своих жилищных условий. Ну что ж, Павел Павлович, я вас благодарю за интересную, содержательную беседу. Думаю, что полезно было информацию послушать нашим зрителям. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.